Он протягивает руку и говорит: «Ладно, ты же сам говорил нам, что ни одно слово, ни одна буква не изменилась». Итак, какой из этих 30 Коранов не претерпел изменений? Как бы ты ответил на этот вопрос, Фрэнк? Он не знал, что на это сказать. Вопрос вот в чем. Когда вы читаете Коран на арабском, есть много разных толкований. Одно и то же слово можно по-разному прочитать, что меняет его значение и меняет теологию и доктрину. Существует около 100 тысяч таких различий между 30 официальными Коранами, арабскими Коранами. Хорошо, но... Подожди, потому что люди скажут, что? Да, и, возможно, они слышат это впервые. 30 разных Коранов? Доктор Смит, о чем вы говорите? Я знаю, что люди подумают: подождите-ка, 30 разных Коранов? Коран вечен? В нем нет изменений? В него не вносили изменения уже 1400 лет. Согласно мусульманам, Джей, существует только один Коран. А ты говоришь нет? О чем ты говоришь? Посмотрите на вот эти два Корана, хорошо? Оба из них Кораны. Они не похожи друг на друга. Им более 1000 лет. Этим двум. Не сами эти книги, конечно. Эта книга известна как Коран Варш. Вот этот известен как Хафс. У меня есть еще 5 таких же. Есть еще 5. Извините. 1, 2, 3. У меня есть еще 7. Существует 30 различных Коранов. Вы можете просто купить их. Вы можете купить их онлайн сегодня. В этих двух Коранах содержится 5000 различных слов, что означает 5000 различных аятов, что означает 5000 различных значений. И это не просто разные варианты произношения гласных, как говорят люди. На самом деле это разные контекстуальные тексты с разными вариантами произношения, которые диаметрально меняют смысл. Вот в чем проблема. И это было открыто. Но я бы не сказал, что это было открыто, но стало популярным благодаря моей коллеге Хатунташ. И мы с ней показали это в 2016 году на углу ораторов в Лондоне. И это облетело весь мир. В этом и заключается прелесть угла ораторов, потому что к 2016 году у нас появились смартфоны, с помощью которых мы могли снимать то, что делаем, а затем выкладывать это в интернет. Как вы делаете это прямо сейчас. Это облетело весь мир, и Мухаммед Хиджаб, вероятно, один из самых популярных ютуберов в мусульманском мире, был там и наблюдал за нами. Он был в толпе, снимал нас, а потом вышел из толпы и сказал: «Идите все ко мне, не смотрите на то, что вам показывают, не слушайте, что они говорят. Я объясню вам, что это такое. Это называется кират». Это было в 2016 году. 4 года спустя он понятия не имел, что мы это показывали. И он не знал, как это отстаивать. Поэтому он пошел и взял интервью, предположительно частное, на YouTube, вроде того, что мы делаем прямо сейчас. И спросил об этом доктора Ясера Кади из Далласа, штат Техас, мирового специалиста по киратам, потому что он защитил докторскую диссертацию по этой теме. Он вытянул руку вот так и сказал: «Вот вам чистый мусаф. Вот вам чистый лист бумаги. Какой кират, какой Коран был на небесах? Какой Коран был ниспослан Мухаммеду? Это Хафс или это Варш?» Он даже не успел закончить свое предложение, как Ясер Кади запретил ему говорить: «Не задавай мне этот вопрос. Выключи камеру. Мы не обсуждаем это на публике». Это был самый сложный вопрос для мусульманских ученых за последнюю 1000 лет. Потому что откуда они появились? У меня их 9. 2 здесь. Откуда у вас 30 официальных версий? И помните, в X веке их было 700. Потребовалось некоторое время, чтобы их сократить. 7 из них были написаны в X веке человеком по имени Ибн Маджахиб. Еще 14 были добавлены в XII веке человеком по имени Шаттабиль. А затем в 15 веке, в 1429 году, еще 9 были добавлены Аль-Джазари. Итак, 3 различных этапа добавления или сокращения числа из 700, доведя его до 30 Коранов. 30 разных арабских Коранов, написанных людьми в 6 разных городах. Не было 2 одинаковых. Они даже не просматривали и не открывали ни одной страницы, чтобы проверить, похожи ли они друг на друга. Им было все равно, потому что они хотели, чтобы ученики заучивали Коран наизусть. И вот почему за прошедшие 1200 лет их количество увеличилось. Так что до 1924 года в Каире, где было 30 разных Коранов, в школах не было возможности проводить стандартизированные тесты. И тогда они обратились к мусульманскому ученому по имени Мухаммед Аль-Хаддад из другого университета, Аль-Азара, чтобы выбрать только один из них. И он выбрал вот этот. Хафс. Он выбрал вот этот, то есть вот этот. Это было в 1924 году. Это было примерно 100 лет назад. 1924. Этот текст был выбран в качестве официального Корана только для Каира.
Затем он прошел 7 редакций, потому что в нем было обнаружено множество грамматических ошибок и тому подобного. И вот, наконец, в 1936 году они сделали его официальным для всего Египта, но только для одной страны — Египта. Но он стал настолько успешным, потому что теперь у них был один Коран, который все учащиеся могли выучить наизусть, и по которому они могли пройти стандартизированные тесты. И поэтому в 1985 году Саудовская Аравия, видя, насколько успешным это было для Египта, сделала этот Коран официальным Кораном для всего мира. То есть мы говорим о времени, когда ты уже жил, в 1985 году, не так ли, Фрэнк? Да, я что, старше Корана? Ты старше официального Корана. Вот так. Разве это не заставляет тебя чувствовать себя старым? Ты понимаешь, как неприятно мусульманам это слышать? Поэтому, когда мусульманам, в том числе и самому Ясеру Кади, рассказали об этом, он начал говорить, и вы можете видеть это на видео снова и снова. Там нет ни одного слова, там нет ни одной буквы, которая отличалась бы. Все Кораны одинаковы. Они вынуждены так говорить, потому что, по их мнению, он вечен. И не только это, но и в Коране говорится об этом. В главе 10, стихе 15. В каком из Коранов это сказано? Они все так говорят. Они все так говорят. Этот стих не вызывает сомнений, потому что он одинаков во всех 30 Коранах. Ясно. Глава 10, стих 15 и глава 18, стих 27. В каждом Коране говорится, я случайно перевернул его, теперь он правильно стоит. В каждом Коране говорится, слово Аллаха не меняется. В главе 15, стихе 9 каждого Корана говорится, что Аллах сохранит Коран от изменений. И далее в главе 85, стихах 21 и 22 говорится, «Ибо Коран — это хранимая скрижаль». Это означает, что это вечная скрижаль. А если она вечна, то как человек может изменить ее? Итак, вы можете видеть, что они вынуждены так сказать, потому что в Коране содержатся такие утверждения. И Ясер Кади повторял это снова и снова. И вдруг появляется Мухаммед Хиджаб. Он поднимает руку и говорит, «Хорошо, ты же сам говорил нам, ни одно слово, ни одна буква не изменились». Итак, какой из этих 30 текстов является Кораном, который никогда не менялся? Как бы ты ответил на этот вопрос, Фрэнк? Он не знал, что на это ответить. И в течение 28 минут, я не шучу, он возвращался к этой теме, пытаясь извиниться, пытаясь объяснить это, смотрел на него и говорил, «Послушай, это Запад. Я живу в другом мире, чем ты, Мухаммед Хиджаб. Я занимаюсь научной деятельностью. Я учился в Ельском университете. Я живу в мире, где нет красных линий. Ты живешь в мире, где есть определенные красные линии. Есть определенные вещи, которые мы не можем спрашивать о Коране, и мы не переходим эту черту. И это один из таких вопросов. Нельзя задавать этот вопрос о Коране».